Ну, в этом отношении, в принципе, вот ее негативных, тяжелых последствий для еще формирующегося нашего государства, для нашего общества сказано, написано достаточно. Да? Это так называемый законопроект, он противоречит не только духу нашей Конституции, Конституции Республики Абхазии, но и духу абхазского менталитета, абхазской культурной традиции. Я рассматриваю этот законопроект как один из очередных воздействий на культурный код абхазского народа с целью его деформации. Ну, по большому счету, о минусах вообще необходимости вообще в нашем обществе такого законопроекта, отсутствие такой необходимости, ну, наши специалисты, эксперты уже все сказали уже. По палочкам разнесли, преподнесли нашему обществу. Для тех, кто хочет правды, кто ищет правды, исходит из национальных интересов, для него все ясно, все разъяснено. Ну, а те, которые преследуют какие-то иные цели, личные, интересные, или другие цели, какие бы аргументы мы ни привели бы сегодня, мы их не убедим. Да. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на один момент, вернее, на один вопрос, который я не могу найти ответа, и вызывает у меня серьезное недоумение. А может быть, мы вместе с вами как-то мне поможете найти на этот ответ, на этот вопрос. Ну, вы все знаете, что сегодня наш союзник, покровитель Россия ведет неравную борьбу с мировым гегемоном США и его сателлитом. То есть от результата этой войны зависит будущее мироустройства на нашей планете. Да? Я, знаете, просто хотел бы принести, я специально выписал цитаты Путина о целях этой войны, которую ведет сегодня Россия. Вот цитату я зачитаю. «Россия ведет войну за суверенные, самостоятельные государства, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев. За формирование нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов, за защиту их суверенности». Конец цитаты. То есть это вы все слышали, но я просто хочу принести это, в контексте наших событий. То есть Россия ведет сегодня, войну за новое мироустройство, справедливое мироустройство, где не будет места диктату, шантажу, угрозам в межгосударственных отношениях, где будут соблюдаться права народов на свободу и суверенитет. В этих условиях для принятия законопроектов, которые наносят серьезный ущерб абхазскому суверенитету, являются, на мой взгляд, антигосударственными. Это, это не только законопроект об агентах, это ряд законов ведет, ущемляющие суверенитет Республики Абхазии. Для обоснования принятия этих законов наше руководство ссылается на руководство Российской Федерации. То есть они нам объясняют, что это исходит, это является инициативой Российской Федерации руководства, или если мы не примем эти законопроекты, и нам объясняют, что это окажется на ухудшение отношений между Абхазией и Россией. То есть могут как нам объясняют, публично говорят о том, что могут пенсии финансирование задержать, это окажется под угрозой окажется наша безопасность и так далее. То есть, мне трудно это понять. Я, может, что-то не так понимаю, я не знаю. То есть Абхазия уличает Россию в двойных стандартах, в лицемерии руководства России. То есть Россия борется за установление, за защиту суверенитета даже малочисленных государств, а наше руководство, наши чиновники говорят, что по отношению к Абхазии Россия проводит происходит из других принципов, против которых она борется.
Ну, честно говоря, мне трудно в этом, я думаю, что и вам тоже трудно поверить в этом, потому что России это невыгодно. Как и невыгодно, естественно, не Абхазии. Россия, наоборот, выгодно создание суверенного, демократического, процветающего республики Абхазия. То есть она для этого, по большому счету, и делает все, и финансирует, оказывает помощь. Другой вопрос, как мы эту помощь используем. И здесь возникает вопрос, кому это выгодно? Каким силам это выгодно? Кто сегодня заинтересован в изоляции Абхазии и делает все возможное, чтобы изолировать Абхазию? Кто сегодня заинтересован в ущемлении суверенитета Абхазии? Кто сегодня заинтересован в изменении демографической ситуации Абхазии, там, где будет меньше абхазов? Я думаю, что здесь вопрос. Это наш враг Грузия, который спит и мечтает захватить Абхазию и колонизовать ее. И по возможности там, где будет уже без абхазов, где меньше абхазов будет. Да? А вы знаете, что в современных условиях для того, чтобы захватить какую-то страну, такую небольшую, как Абхазия, нет никакой необходимости вооруженной агрессии. При наличии больших и очень больших денег это достигается без войны. Достаточно, так называется, вложить, или как у нас называется, инвестировать деньги в эту страну, скупить ее национальные ресурсы, вопрос решен. И в этой связи у меня, не могу не вспомнить, я думаю, что вы тоже все помните, неоднократные публичные высказывания хозяина Грузии, российского олигарха Иванишвили, о том, что он и другие грузинские бизнесмены готовы вложить в Абхазию $6 миллиардов для того, чтобы скупить ресурсы Абхазии. Это публичное высказывание несколько раз было. 10 уже, да? Ну вот видите, премьер-министр Грузии. Уже 10. То есть это такие вещи просто так, ну, не может происходить. Знаете, вот еще почему, а вот косвенным подтверждением вот этой такой, да, вот мне кажется, вот эти русскоязычные сайты, с такими звучными абхазскими названиями Амза, Амра, Абхазия, якобы абхазские, но изрыгающие такую ненависть, злобу по отношению к Абхазии, вообще что касается к абхазскому народу. И по своему такому абхазофобству они в один ряд стоят грузинскими сайтами. И вообще настолько они похожи на грузинские сайты, мне кажется, что у них один информационный финансовый источник. И этот источник грузинские бизнесмены во главе с монархом Иванишвили и грузинское лобби в России. Вполне вероятно. Понимаете? То есть, ну, я бы хотел бы, чтобы кто-то развеял мои сомнения. Но, нет, понимаете, когда мы смотрим... У Иванишвили где находится его? Можно бизнес где находится? Российский бизнесмен же. Понимаете, там и огромное российское лобби, там не только вон там, огромное количество, мы же знаем с вами все это. То есть, понимаете, может быть, ну, я вообще не сторонник конспирологии, там я не говорю об этом, значит, даже не признаю таких, но глядя на ситуацию, как то, что происходит сегодня в Абхазии, я не могу уйти от мысли, что сегодня Грузия пытается и не безуспешно, да, формировать реальность в Абхазии. И мы только догоняем эту реальность. Я не знаю, о чем, может быть, это осознанно делают, или по своей наивности, не понимая, неосознанно, но те чиновники наши, и все те, которые поддерживают вот этот ряд законопроектов, которые меняют вообще вот ситуацию в Абхазии, они хотят это, или понимают это, или не понимают, во-первых, дискредитируют руководство России не только в глазах граждан Абхазии, обвиняя их в двойных стандартах, но и всем перед международным сообществом. И во-вторых, они претворяют в жизнь мечту грузин по десуверенизации Абхазии и захвату и колонизации Абхазии. Я думаю, что эти наши сомнения, эти наши вопросы наша власть развеет.
Мы надеемся на это, что они развеют, потому что это реальность. И то, что мы, знаете, вот как-то вот очень, мы видим, что то, что мы говорим, то, что мы преподносим, я абсолютно согласен с Кирцовым, что вот наша власть не слышит. Они нас не слышат. Вот нам совершенно правильно говорит Кирцов, что нам надо найти действенный механизм для того, чтобы они нас услышали. И в этом отношении мы просто должны, каждый, вот все вот люди, да, которые национально вот так ориентированы, заинтересованы в будущей Абхазии, ну, должны наступить на горло своих амбиций тоже, свои личные предпочтения, вот не предпочтения, все это сегодня отбросить. Мы должны просто сегодня, да, как это было вообще свойственно абхазскому народу в такие критические минуты, значит, проявление мудрости, и не только мудрости, решительности, политической воли, когда, значит, доходили выход из этой кризисной ситуации и шли, значит, по пути развития. А сегодня вот мы стоим, значит, в точке бифуркации. Это не просто ситуация, не такая вот там, речь идет о законопроектах и так далее. Мы на развилке сегодня, на развилке. Пойдем мы по пути ассимиляции и исчезновения или пойдем по пути строительства самостоятельного независимого государства. Сегодня мы должны решить это. И ошибиться здесь мы никакого права не имеем. Спасибо.